В городе Мирном проживают талантливые люди. Вы видите работу мастера Юрия Зиненко. Это зеркало ручной работы, сделано оно из дерева, кедровая сосна. Совсем недавно в Мирном открылась персональная выставка семьи Зиненко, называется она «Сделано в Мирном». И прямо сейчас мы познакомимся с вами с героем выставки, с Юрием Зиненко. Юрий, здравствуйте. Мы стоим сейчас рядом с одной из ранних ваших работ. Это картина 1978 года, которую вы выставили на своей персональной выставке. Расскажите, пожалуйста, нам об этой картине, как она создавалась, как вообще, какая у нее своя история, потому что ей уже немало лет. Ну, это... Я ее в армии делал. Ну и тут много нюансов. Ну вот, в частности, вот этот шов, это получилось, ну, 78-й год, еще арголит был в дефиците, и потому я ее делал на мешковине. Ну, мешковину нужно, прежде чем грунтовать, прежде чем делать на ней, с нее холст, ее нужно загрунтовать, обмять, загрунтовать, проклеить. Короче, очень много работы. Ну и у меня получилось, я увидел работу художника, коллеги в армии там. Она меня зацепила, он делал тогда «Союз земли и воды» Рубенса. И я увидел, и у меня возникло желание, вот он делает Рубенса, а что я не могу сделать что-то аналогичное. И у меня клинануло на это. И мне попалась репродукция Томаса Лоренцо. Вот эта цыганка, она меня впечатлила, особенно цветовой гаммой и переходными тонами. Очень сложная работа. Ну и у меня была главная задача нарисовать лицо. Я поставил перед собой задачу нарисовать лицо. А когда нарисовал лицо, ну оно правильно было расположено на холсте, все. А это же армия, там же пацаны, народ молодой, они говорят, ну что ты лицо нарисовала, самое основное. Ну мне пришлось дошивать холстину, чтобы... Продолжить. Ну да, публика требует. И вот когда я уже дорисовал, осталось только курицу нарисовать. Пришел замполит и говорит, о, хорошая картина, если я в спальне повешу. И мне так жалко стало ее. Я думаю, не буду я курицу дорисовывать, а не готовую работу он не повесит. Ну и так я дотянул до дембеля. А на дембель, когда уходил, я ее срезал в рулончик, в тубус положил и репродукцию туда же положил. Когда приехал домой, репродукции не оказалось. Где я ее делаю, эту репродукцию? И на протяжении оставшегося, на протяжении многих лет я искал репродукцию. Это довольно редкая репродукция. Это я в огоньке видел. И я так и не мог ее найти. Я перекопал все стопки огонька, но так я и не нашел эту репродукцию. Потом уже 98-й год мне попадается журнал «Советское фото». И там фото курицы. Ну, курица, повернутая в обратном направлении, в другом направлении. Не сюда, а отсюда. То есть мне пришлось в зеркальном. И черно-белая фотография. То есть мне с черно-белой фотографией зеркальное отображение курицы пришлось рисовать через 20 лет. То есть курица нарисована в 98 году. Получается, эта картина такая с необычной своей историей получилась. Получается, с необычной историей. Здорово. А поскольку я помнил, какими красками я работал в 78-м, у меня были эти краски. И здесь, кстати, 5 красок всего. Цветов. Да, 5 тюбиков. Ну, 5 цветов. Ну, а ощущение такое, что точно где-то около 10, ну, в 2 раза больше точно. Нет. Ну, он море, в частности, вообще 4 красками нарисован.
А обрамление это уже мы готовились к выставке в Мирном. Был фестиваль «Этносимвол». Вот самые первые были фестивали, 2001 год, по-моему. Ну и захотелось ее привезти на выставку, а везти без рамы, ну как-то, ну надо что-то изобрести. Вот я изобрел. То есть вот подобной рамы копии нет? Это Нет, ваша это прямо? мое. Мгм. От левой пятки. Ну, она прямо здесь удачно вписалась. Ну, я старался, чтобы оно вписалось. Ну, а расскажите, Юрий, нам, как вот начиналась вся ваша творческая история, с чего начиналась она, Ну, всё что с вас детства. вдохновило и почему вот на протяжении уже многих-многих лет вы занимаетесь творчеством, и вас в Мирнице знают как художника, скорее всего, свободного художника. Ну, наверное. Любопытство. Любопытство? Любопытство. Вот все любопытно. А вот дай попробую, получится, не получится. А не хотелось, например, ну вот не получилось, до конца не завершаете работу, а потом переходите на другое что-то? У Такое меня было? частенько такое происходит. Делаешь, не получается. Бывает, через 10 лет возвращаюсь к этой идее. Вот в данный момент я вернулся к идее, ну, скажем так, 90-х годов. То есть я занимался этим делом в 90-х годах, а сейчас вышел на пенсию, и я вернулся к этой, ну, скажем так, Работе. стезе. Это не работа, это Мгм. направление, как направление. Мгм. Но вот есть направление живопись, резьба по дереву, резьба по кости. Там. Вот я к одному из такого плана работ вернулся Мгм. сейчас. Ну вот у вас же несколько направлений получается. Вот вы сейчас только что озвучили резьба по дереву. У меня много направлений. Расскажите нам более подробно, какие Ну у вас вот направления. в данный момент я сейчас занимаюсь, хочу сделать гитару. Мгм. В 90-х годах я делал гитары. Я 13 штук сделал. Одна из гитар сейчас у нас дома, мы поем песни иногда под нее. Все работает. Все работает. То есть я могу сказать, что я завершил работу, когда она работает, что-то работает. Ну, это гитара, ладно. А вот перед этим у меня было, я часами занимался. С часами тоже много интересного. Я перед этим сделал 2 часов деревянных. А эти часы я решил сделать металлический, ну, с металла сам механизм, поскольку это я на дачу делаю. Расскажите, вот я как у- это все работает. Ну, покажите, вот какие-то лески есть, тут М, целая конструкция. но Что это это- означает? Дело в том, что на этом тросе подвешивается гиря. Мгм. А гиря вот такой камень. Мгм. И Что она, ну, что мне она дает? сказали, гирю не выдержат крепление здесь. На даче у меня выдерживает все, оно на стенке А, у меня ага. висит, у меня гиря. Вот завода часов хватает где-то чуть больше, чем на сутки. Именно этого конкретного механизма. То есть это часы здесь полностью от А до Я ваши За работы? исключением циферблата. Мгм. Циферблата я еще не делал. Это, Ну, дальше. это стезя Людмилы Борисовны. Это Мгм. она будет делать со стекла Мгм. циферблат. Ну, может, я там немножко приложу с металлом в руку. Может быть. А может и, не, и без меня она обойдется. Мгм. То есть циферблат будет стеклянный. А все остальное я делал. Я даже умышленно сделал боковины из доски, поеденной короедом. Мгм. Ну, это, ну, как говорится, для бандитского форсу. Мгм. Так, ну, захотелось мне сделать что-то, ну, типа под старину. Мгм. Такого. Типа фецит – это у Слухайте. Людмилы Борисовны было ИП, и оно называлось фецит. Фецит – это в переводе с латыни Мгм. сделано собственноручно. Мгм. То есть мы имеем по 2 причинам полное право
эту надпись поставить. Во-первых, это действительно сделано собственноручно, это во-первых. А во-вторых, это наш торговый знак. Мы, конечно, не торгуем, Мгм. Ну, это но ваш он, такой бренд. он зарегистрирован как бренд в госреестре, он есть. Мгм. А вот вы говорите, Людмила Борисовна, и так далее, это же ваша супруга, Да. вот, тоже является мастером, художником. Да? Конечно, мастером. Вот Давайте о вашей семье тогда поговорим. самая вещь, которая мне нравится, это вот вода. Какая? Это, да, вот. Вот эта вот Да, картина. мы были на рыбалке и засняли вот этот сюжет. А потом дома она сделала картину из фотографий. По поводу мастерства, вы сами видите, копия Мгм. «Охотники на привале». Это довольно высокое мастерство, это с моей точки зрения. А это Может. картина вашей супруги? Да. Ну, копия. Мгм. Она старалась копию сделать близкую к оригиналу по размерам. Ну вот теперь интересно, как вы, два творческих человека, встретились друг с как другом? Вот, встретились? вот эта история более интересна, наверное, даже лучше, чем... Ну, встретились. Я работал в художественно-сувенирном цехе в Айхале. Она закончила художественное училище, и поскольку художник с образованием, а у нас в художественно-сувенирном цехе ни у кого не было образования художественного. И у вас. У меня нету. А меня в художественное училище не приняли за отсутствием таланта. Я в Донецке поступал в художественное училище, мне сказали: мальчик, иди отсюда. Раньше в детстве вы рисовали? Ну, я до армии, как рисовал, Мгм. как дети рисуют, так и я рисовал. А в армии уже потихонечку, а поступал после армии. Мгм. Ну, мне даже тогда сказали: иди отсюда. Не приняли. Ну вот, с супругой вы, получается, уже сколько лет живете вместе? Ну, если детям 29 лет. Мгм. 30 лет. 30 лет. 30 лет. У вас в этом году юбилей? Да. Мгм. Поздравляю. В этом году, у нас дети рождены в 95-м году, а юбилей у нас вот осенью уже будет. Да. На этой фотографии у вас, получается, ваша работа – это, собственно, сам купол Да, из дерева сделали. Находится здание в уже поселке не Икал. находится. А, уже все. Уже не находится. И не Дело в том, сохранилось. что это был 2000 год, и в Айхале сгорела школа, а церкви, помещения церкви как таковой не было. И церкви отдали, вот это бывший спортзал. Церкви отдали спортзал под помещение, церковь, чтобы приход туда приходил. А церковь без купола, Ну да. как-то не то, да. И руководство ГОКа решило сделать купол. Но это очень объемная работа, масштабная. Но еще одна масштабная ваша работа и такая, наверное, которую точно все знают, не только жители поселка Айхал. Это стелла при въезде в поселок Айхал, рука, которая держит алмаз. Это ваша работа, получается. Это моя рука в 20 раз увеличена. Потому что размеры брал я со своей правой руки. Больше 2 метров? По-моему, чуть больше. Мгм. Да я не замерял высоту, бог его знает. Я знаю, что вот тут в основании, где она стоит, 1,20 м. Вот это место 1,20 м. Почему я говорю в 20 раз увеличенное? Потому что я мерял свою руку и размеры переносил сюда. А камень какой Это не здесь? камень, это Что бетон. Бетон полностью из бетона. Да, я сначала вываривал арматуру, Мгм. Делали форму, получается. Нет. Да? А как? каркас, Ага. арматуру. С арматуры варил каркас. Потом делал вокруг опалубку, Мгм. заливали бетоном это все дело. Потом выравнивали это все и достраивали. Пальцы долепливали, там арматура везде. Юрий, ну вот ваша семья очень-очень разносторонняя в плане творчества.
Я смотрю, здесь работы еще и из стекла. Расскажите, пожалуйста, подробнее, кто этим занимается в вашей семье и как вообще происходит сам процесс? Стеклом занимается Людмила Борисовна. Я не единственное, что я могу позволить себе роскошь, это просверлить где-нибудь дырку в стекле. Вот это она меня просит сделать. А все остальное это ее стезя. После витражей сделала несколько витражей, и остается очень много отходов. А стекло цветное, дорогое, красивое. Ну, это американское стекло, китайское стекло, корейское стекло. По-моему. Ну, американское точно знаю, что есть. И вот остаются огрызки. А мы, когда были на курсах, я тоже там смотрел. Но я не лез в это творчество. И там у них печка стоит. Вот такая величиной печка. И они там выкладывают со стекла орнамент какой-нибудь. Закрывают печку, это все дело спекается. Сплавляется стекло. Получаются вот такие вещи. То есть еще и самостоятельно сплавляете это у себя дома? Это она сплавляет. Ну, у вас дома? Нет. Где у вас у нас есть мастерская? мастерская. То есть отдельно прямо? Отдельно мы выходит? купили гараж. И в гараже сделали мастерскую. В этой мастерской работает половина моя, половина ее. Она занимается стеклом. Дома стекло не гигиенично. Вот она Много отходов, дома да. она занимается валянием и живописью. Вот, Юрий, я была на личной странице у Людмилы ВКонтакте и нашла ее работы. Очень много было работ именно по Валянию. по валянию, да, по валянию, и увидела, очень удивили меня работы именно обуви. Очень ботинки, сапожки даже были, кроссовки вам сделала весной. Да, вот эти кроссовки. Да. Расскажите, как вообще вот пришла идея, как долго занимает эта работа, и, ну, это же уникально. Ну, в частности, на одну пару, ну, насколько я так помню, недели 2, как минимум, работы. Вот это она делала дочери ботинки. Ну, она сначала валяет сам войлок, ну, делает, естественно, замеры ноги, ну, по-моему, или 4, или 5 замеров ноги. То есть это обувь делается специально на человека. Индивидуально. Индивидуально. Потому что есть некоторые, ну вот в частности, она делала заказ один. Пожилая женщина, якутка. А строение ноги у нее, нога короткая и широкая. И ей больно ходить, если стандартную обувь берешь, либо впереди место есть, либо с боков давит. А женщина пожилая, ей хочется уютно, чтобы было тепло. И Люся делала специально замеры ноги, и по замере ноги, по колодке уже делала эту обувь. Тапочки, в частности. Ну, тапочки там, С подошвой. подошву делала, она подшивала подошву. Там есть такой материал, микропорка. Ну, это я так думаю, я могу ошибаться в названии этого материала. А это покупные подошвы. Ну, она подошву покупает, а потом делает по ноге саму обувь и пришивает, приклеивает сначала, а потом пришивает к подошве. Но валяет она не только обувь. И Не, она шарф валяет, лежит, она да? вообще начинала валять варежки, носки. Это первое, что она начинала. Потом ей стало скучно варежки, носки. Она попыталась сделать, ну, мне безрукавку. Сваляла. Ну, безрукавка получилась такая неказистая. Такая. Очень много надо ткани. И там войлока. с выкройкой не все было ладно. Там.
Но она мне очень понравилась, я ее до сих пор таскаю. Эту на даче она у нас. И теплая. Ну так Мгм. войлок же ж Да, получается. А войлок не совсем обычный. Мы привыкли валенки. А на валенке идет верблюжья шерсть. Она грубая, тяжелая, дубовая. А это овечья. То есть она намного тоньше и теплее. Получается, вот эти ботинки выдерживают до 40 градусов, в них можно ходить. Да вот, в частности, это первый ее... Вот на вас даже сейчас. Да, это первый ее проба пера. Она в качестве говорит, ты как испытатель походи в этих ботинках. Она рассчитывала, что я в них прохожу 3 месяца максимум. Я 3-й сезон их ношу. А в какое время? Вот сейчас зима у нас, и вы ходите в них. Я 3-й сезон в этих ботинках хожу, я не переобуваюсь в другую обувь. Потому что меня не устраивает ни унты, ни монголки, ни торбаза. После того, как одели, конечно... Да, стоит один раз попробовать, к хорошему привыкаешь очень быстро. И не хочешь уже потом другое ничего одевать. А вот больше всего заказов приходит вам, ну, допустим, вашей супруге Людмиле, по обуви, да, по валянию или же по витражу? Ну, как-то вы делали какой-нибудь такой? Ну, вот в данный момент она расписывает футболки. Мгм. Ну, ей попался даже не на глаза. У нас есть знакомый. Он говорит, ну, как-то на дне рождения. И этот знакомый говорит, Люся, да что ты, нарисуй мне на футболке мамонта и напиши, я выжил там, где мамонты вымерли. Сам придумал еще надо. Не знаю, Где-то он придумал или с интернета где-то подлизнул. Но он это сказал, что я живу там, где мамонты вымерли. И мамонта нарисую. Люся нашла рисунок мамонта, а надпись-то, боже мой, она шрифтовик Мгм. по образованию. И она сделала эту работу и выставила в интернете, ну, по группам кинули. Кто-то увидел, я тоже такую хочу. Потом начали приходить с Москвы люди, которые здесь жили, уехали в Москву, ну, мамонт. И сам факт, что он жил там, где мамонты вымерли, это льстит. И начали заказывать с Москвы, с Нерюнгри, с Якутска. Ну, что наши мирнинские заказывают, нарисуй на футболке акриловыми красками. А акриловые краски выдерживают, ну, вот она мне нарисовала, ну, другой рисунок. Мгм. Она там мне сокола нарисовала. Я все лето в ней проходил, мы ее сколько стирали. Уже футболка рыжая стала вместо черной. А рисунок держится. Вот что дает вам участие в подобных выставках и что какие-то, может быть, планы у вас ну, появились после данной выставки? Ну, вообще, вот к чему вы стремитесь? Какие у вас мечты еще, фантазии? Расскажите мечты, нам. фантазии. Ну, что касаемо планов на будущее, вот это одно окно. Вот это форточка, Мгм. а вот это глухое окно. Это мы на дачу делаем окно. Вот летом будет работать предприятие «Северные окна». Мы привозим витражи, они ставят в пластиковые рамы. Мгм. Мы это пластиковое окно ставим на дачу. Мгм. Ну, Люся по этому поводу шутит, что ну, денег на занавесок не хватает, так мы витражи сделаем.